Урметті достар, бөлі бір фікірге келдік, яғни бұл ерінің серлевасыны мен башында көрмедім, ama eminlikle айтмаға істейм, бұл шынана ринай. Яғни оның серлевасы ойлы олмақ керек, яда белгі де оның башқа бір кершіне мантықлы бір серлевасы бар, ama бұл сөздер, бұл seslер құлаққа пек яқын келмекте, елбетте. Үміттем ки бұл музыка сіздің жүрегіңізге енді кірді. Elbette mutlaka kırgendir biz ise tamam şu müzikal mevzulardan endi aktual mevzularga ve pek meraklı bir mevzularga geçmege isteyimiz. Çünkü tamam bugün Kırım Etnografik Muzeyi öz doğan gününü kaydetti ve şu sebepten bizim stüdyamızda Kırım Etnografik Muzeyi'nin müdürü Юрий Лаптев. Салям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с днем рождения музея и пожелать вам дальнейших успехов, конечно же. Как настроение? Ничего, хорошее, рабочее, боевое настроение. Праздничное, наверное, в первую очередь. Где-то, конечно, и празднично. У нас, слава богу, так история сложилась с нашим музеем, что мы имеем четкую дату своего основания. 14 декабря 1992 года было принято постановление Совета министров Крыма о создании Крымского этнографического музея на правах филиала еще тогда Крымского краеведческого музея. Музей прошел довольно-таки сложный путь. Я думаю, практически все крымчане, наверное, знают, особенно крымчане, которые смотрят Милет, потому что действительно наш музей он является одним из немногих таких культурных учреждений, которые проводят работу в области сохранения и популяризации национальных культур, в том числе и крымских татар. Вы знаете, наверное, самое главное за это все время, за эти 28 лет, что музей состоялся. Потому что так получилось, что фонды музея, сотрудники сами собирались с первого дня основания. Вначале работало 6 человек сотрудников, вот уже к настоящему времени работает 29 человек. Музей в 2009 году, с 1 сентября, получил самостоятельный юридический статус, стал самостоятельным юрлицом. И мы, как бы наша главная задача, конечно же, это сохранение, популяризация культуры наследия народов Крыма. И я считаю, что мы это выполняем, потому что в нашей республике таких учреждений культуры нет, особенно государственных. Да, мы знаем, есть Бахчисарайский музей-заповедник, который в первую очередь культуру крымских татар сохраняет. В Евпатории у нас караимы представлены, в ряде музеев небольшие есть экспозиционные комплексы, но чтобы о народах Крыма, но чтобы в одном месте было показано, допустим, 21 культура народов, этнических групп Крыма, такого нет. Тут как раз-таки наш музей этим успешно, я считаю, занимается. Приятно отметить, что любой музей — это экспонаты, это подлинные вещи, да, которые окружали 100 лет, 200 лет назад людей. Приятно отметить, сегодня в наш праздничный день из-за ограничений, да, коронавирусной инфекции распространения мы отмечаем, может быть, не так широко, как в прошлом году, позапрошлом. Традиционно мы объявляли День открытых дверей. Сегодня мы это сделать не можем. Но мы пошли дальше. Сегодня у нас мы такую сейчас возрождаем забытую традицию, учитывая, что мы находимся в центре города. Мы стали делать выставки на фасаде здания. То есть центральный фасад, выходящий на Пушкина, на фасаде здания, на различную тематику. И сегодня будет представлена фотовыставка, 28 плакатов наши сотрудники подготовили, показывающие наши 28 лет, наверное, основные наши такие веховые мероприятия. И плюс к этому традиционно с 2015 года мы целенаправленно, благодаря поддержке Министерства культуры Республики Крым в рамках выполнения нашего госзадания, формируем коллекцию музея. И мне приятно, что мы этой работой занимаемся целенаправленно. Уже более, за, скажем так, 6 лет на это потрачено более 5 миллионов рублей. Это значительная сумма. И нам удалось сформировать значительно очень интересные коллекции. Вот сегодня как раз-таки для средств массовой информации в 12 часов в одном из залов будут презентоваться также коллекции. 2 месяца назад мы презентовали коллекцию армянской посуды, которая нам была подарена совместно Министерство культуры, армянское общество. А сегодня мы продолжаем наших крымчан через средства массовой информации знакомить, что же нам удалось собрать. То есть такой своеобразный отчет. И до 20 января следующего года в рамках 30-летия Республики Крым мы у себя откроем такую традиционную выставку «Собираем, храним, изучаем», где с одной стороны будем показывать именно предметы приобретенные и предметы, подаренные жителями Крыма. Потому что у нас также продолжается акция «Подарок музею». И наш коллектив как раз-таки исповедует такую философию, постоянно
постоянно формирование музейной коллекции. Наверняка есть уникальные экспонаты в коллекциях, которые не встретишь в других музеях, например. Да, вы знаете, несмотря на то, что у нас как бы так, ну, Республика Крым, да, это такая музейная мекка Российской Федерации, здесь находятся действительно одни из старейших российских музеев: Феодосийский музей древности, Керченский музей древности, Центральный музей Тавриды, который из естественно-исторического музея берет свои корни, в следующем году будет отмечать столетия. Но приятно отметить, что попадаются такие вещи действительно раритетные, которых нет даже в музейных коллекциях. Но буквально несколько лет назад нам удалось найти в одной из коллекций, приобрести таз для варки бекмеза. То есть это не просто таз, да, который, как наш традиционно, ну, скажем так, медная посуда, если она была луженая, она используется для приготовления пищи. Сегодня варенье, бекмез делали. А это специальный, да, он формы большого таза, но там специальные ручки, которые заходят прямо под низ, чтобы это, скажем так, это вкусность, да, переносить, чтобы она не расплескалась. То есть такие вещи. Ну, то есть мы с нашими коллегами из Бахчисарайского музея общались, у них, например, такого нет. Затем армянская посуда. У нас уже посуда, которая содержит клейма, дарственные надписи. Коллекция располагает около 20 предметов. То есть есть вещи, которые привязаны прямо к местности, там, к монастырю Спасителя, к церкви Сергия. Всегда вызывает интерес у наших посетителей и у крымчан, и приезжающих гостей медная посуда. То есть знаменитые яниди мастера. Всегда людям нравится, скажем так, по традиции. Это удалось узнать у одного нашего информатора, что, например, гугумы традиционно в крымско-татарской семье девочкам 3-4 года делали большой гугум и дарили ей. И потом она с ним постепенно, от маленького до большого, она могла ходить к источнику, то есть как приданная уже готовилась, и это ее сопровождало всю жизнь. Например, в нашей коллекции в свое время, и не только в нашей, были гугумы, которые без крышки. Мы думали, их, наверное, надо реставрировать. А потом, когда посмотрели фотографии 20-30-х годов, крышки ломались, их уже не делали. Они так и переходили из поколения в поколение без крышек. Конечно, всегда вызывает интерес вышивка. Вышивка золотое шитье, вышивка традиционная, вышивка качества всегда вызывает интерес. Как я сказал, что нам в течение нескольких лет удалось, например, закупить коллекцию именных медных печатей конца 18-19 века, крымско-татарские в основном. То есть очень интересные вещи, интересные источники. Плюс к этому именные перстни и кольца, мужские и женские. Вот это все будет выставляться скоро в нашей экспозиции, потому что мы начали уже подготовку к нашему 30-летию. Наш музей, ну, соответственно, через несколько лет. И нам бы хотелось бы, чтобы к этому времени мы у себя открыли совершенно новую экспозицию. Пока она у нас получается. Министерство культуры нам выделяет деньги. Нам удалось сделать новое, в 2 залах пока новое оборудование, подсветку новую удалось сделать. Плюс к этому формируем новые коллекции. Сейчас работает у нас дизайнер, художник, коллектив наших научных сотрудников. И в следующем году, в мае месяце, мы планируем в Дню музея открыть у себя зал, посвященные, скажем так, старожилическим народам Крыма, которые ведут свои корни в историю Крымского ханства, а преемственность всегда была, надо сказать, в Крыму. И показать, наверное, где-то, скажем так, вот мы впервые подошли к тому, что мы у себя будем показывать небольшой комплекс, связанный с турецкой культурой, потому что Османская империя, Турция всегда на Крым имела свое определенное влияние. Да, конечно, и особенно было. Культурное. То есть было и политическое, конечно, и культурное тоже было, потому что многие предметы, это был рынок, их привозили, дарили, кому-то кажется, что это уже в Крыму произведено. Ну, когда мы начинаем разбираться, это совершенно не так, и этого не надо скрывать, не надо этого бояться, вот в чем дело. Мы будем показывать крымские татары, цыгане Чингине, армяне, греки, то есть именно те культуры, и будем говорить о народах, которые были переселены из Крыма в 18 веке. Конечно же, мы говорим и о депортации крымских народов, мы эту тему не обходим, потому что это действительно трагедия, и это влияло на этнические процессы. Да. Как бы Конечно, на нашем полуострове. И мы подошли к тому, что тоже, наверное, впервые за сколько лет мы особое внимание будем уделять и русской культуре, например. Что у нас традиционно русская культура, это связано в Крыму, которая демонстрируется, это, скажем так, курортное освоение, да, экономическое освоение, писатели, поэты здесь кладезь. Но мы подходим к показу и традиционной культуры. И вот это мы будем делать в отдельном зале, где будем показывать традиционный костюм южно-русский, текстиль.
городскую культуру, сельскую культуру, культуру старообрядцев, которые, например, у нас компактно проживают в Ленинском районе, село Курортное, бывшее Мама Русская. Вот эти все вещи мы будем показывать у себя. Юрий Николаевич, вы сегодня рассказываете нам не только про, так скажем, 28-летие, да, подготовленные мероприятия к этому дню. Вы уже очень явно даете понять, что нас ожидает на 30-летие. Это невероятно интересно на самом деле. Но все же хотелось бы немножко обратить внимание, наверное, на то, как вы связали себя с музеем непосредственно. Как давно вы в музее? Я очень давно в музее. Я практически с первого дня его основания. Я работаю там с 3 мая 1993 года. Ух ты. То есть я еще, будучи студентом исторического факультета, у моих коллег было на тот момент расширение штатов, штатное расписание. На тот момент я, будучи студентом исторического факультета, я писал работу по немцам, по крымским немцам, как это региональные группы. Такая тема была политическая, в годы немцы Крыма в годы гражданской войны и Первой мировой войны. Такой период, который был мало изучен. Ну, когда поступил на ИСТФАК, знаете, всегда хотелось заниматься чем-то новым. То есть не читать, может быть, избитые, да, как бы книги, переписывать, а хотелось работать в архиве. Это мне удалось, слава богу, сделать. Я действительно работал в архиве, получил массу удовольствия, массу знаний получил от этого в нашем крымском, московских архивах. Я пришел работать и прошел путь от младшего научного сотрудника, соответственно, до завотделом, заведующий филиалом с 2000 года. И с 2009 года уже директором музея стал. Это все строилось, то есть на ваших глазах, да? Ну, Ваше да. детище, можно Да, сказать. где-то, наверное, детище — часть моей жизни. Если так уже говорить, часть моей жизни. Да, на самом деле невероятно, это в принципе как история, да, это очень хороший пример для молодых. И, конечно же, мы желаем всему коллективу успехов, конечно же, побольше новых экспонатов. Конечно, мы знаем, что в это время, наверное, все же сложнее найти какой-то хороший экспонат, потому что все информация как бы Вы знаете, везде расходится, все уже быстрее как-то активнее находят, может быть, еще что-то. вы правильно заметили, да. Раньше, может быть, люди больше дарили даже, да? Да. Сейчас люди стали, но они имеют право, этого не Конечно. надо тоже стесняться, стали больше продавать. Потому что интернет человеку даже, скажем так, внук, внучка или бабушка, попросив внука или внучку, да, она может посмотреть, сколько эта вещь стоит, имеет какую-то ценность. И действительно, люди пытаются это реализовать. Но здесь, наверное, надо отметить, еще раз говорю, политику государства. То есть в Российской Федерации занята такая четкая позиция формировать коллекцию предметами, как имеющую историческую ценность, так и современных мастеров. Даже. То есть не забывайте о них. И то обилие мастеров, которые есть, к этому тоже надо подходить, выкупать у них эти предметы и формировать коллекцию. Потому что проходит 5-10 лет, и люди, может, где-то уходят, конечно же, и предметы уходят. Ну, еще раз повторюсь, в Российской Федерации с этим все на хорошем должном уровне, только любой директор или группа людей, работающих в музее, должна это выполнять. А вот хотел один момент уточнить. Есть ли вот какая-то рекомендация, что в принципе не нужно никуда продавать и не нужно отдавать? Вот какие-то вещи, которые вот все-таки должны остаться в доме, в семье? Что в доме, в семье? Да. Ну, это, наверное, каждый решает, какую ценность для него представляет эта вещь. Действительно, есть вещи, которые люди говорят, нет, мы ни за какие деньги это не продадим. И человек имеет право. То есть Это семейные реликвии, возможно. Да, конечно. Просто с моей точки зрения, когда люди подходят к тому моменту, причины бывают разные. Да. Да? Подход к тому моменту, что они хотят с этой вещью расстаться, хотелось бы, чтобы люди обращались в музей. Потому что, поверьте, у музея, да, может, это не так быстро, но Да. у музея сейчас есть четкая процедура, когда музей может выкупить этот предмет. И что действительно этот раритет остался в музее, изучался в дальнейшем и использовался на выставках. Любому крымчанину, да, в любой национальности будет приятно прийти, потом увидеть эту вещь в экспозиции и сказать, да, это вот из нашей семьи. И такой механизм есть. То есть акты составляются, карточки составляются, имена людей сохраняются. Все вносится в государственный каталог Российской Федерации. И дальше, поверьте мне, ну, человек защищен, что эта вещь останется от его имени и будет храниться в Государственном музее. А на сегодняшний день среди посетителей музея все-таки больше жителей Крыма или приезжих? Молодых Гостей. или взрослых? Вот так еще добавим Ну, вопрос. Кто больше интересуется историей и культурой народов Крыма?
Ну, вы знаете, здесь от периода зависит, да. То есть вообще Симферополь, не только наш музей, наши коллеги, традиционно это к нам приходят школьники и студенты. Это надо отметить первое. В летний период времени, конечно, мы чувствуем, что прибавляется поток посетителей Восточный Крым, Южный берег Крыма. Люди приезжают целенаправленно, 1-2 дня посещают Крымский музей. Тем более, ну, нашей столице повезло, у нас есть все основные музеи. Художественный, археологический, краеведческий, этнографический. Такого тоже, поверьте мне, во многих регионах даже нашего Крыма нет. Но в этот год поток упал. Да. У нас, к сожалению, прерван потоки школьников и детский сад. Детский сад, допустим, уже не ходит в будние дни. Их только приводят родители, как родительский комитет, в субботу или воскресенье на мастер-класс. Но есть школы, которые все равно традиционно сохраняют с нами наши взаимоотношения, приходят. Тем более посещение музеев крымских для школьников бесплатно. Только экскурсионное обслуживание платное. Так человек может прийти, взять бесплатный билет и даже без экскурсовода пойти посмотреть. Ну и экскурсия с группой, это все деньги довольно-таки относительные, поверьте. Конечно, да. Да, на самом деле большой группой. Просто люди должны, да, приходить в музей и знакомиться, и выставки, которые привозятся за пределы Крыма, наши коллеги привозят, не только мы. Это все надо использовать и знакомиться с культурой Российской Федерации. Да, к сожалению, да, 2020 стал немножко такой сложный, да, немножко подкосил всех, можно так сказать, но мы желаем, чтобы в следующем году уже все... 2021 был другой. Хороший, был другой, да, был отличающийся от этого. Еще раз с днем рождения. Спасибо. Поздравляем ваш музей, да, и желаем все-таки успехов. И, как я уже прежде сказал, побольше новых экспонатов и побольше новых, конечно же, проектов. Конечно. Спасибо что огромное. посетили нас сегодня. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Урметлі достар, yayınımızны devam etemiz. Aman-aman son dakikalarımızga qoşulamız. Ama bundan evvel paylaşacak malumatımız bardır. Keliniz bir birlikte şiirge de hatayırayıq.